Dedik Хелшу Махкой. С инстаграм-канал Шон Махааль взломать на ваш эфир заблокировать нас. Цундера видео обращение Ириос. Хаяза котом сокумахка юлдера мяла садяч собли хульш смяля долдаш ашкан үйран кадирас алитан бош эдерзун долдер со есть хульш от агертер аба швичатсо шведский шут омайерьо шмара хою Ханан Эдерас, это как бы удел слабых, на не бейшие затрагивать. Цундера хун аль-атиюса ишмара. Из-за лексионю и хадешна шлю, хайн вопрос задавать дальше, отвечать дальше, ашейна шалкутом йо. Аха хинстагана хайн бухара цею аюльшек. Шведский клоун тумиша юг бахонас. Тумсикюхо. Аха, на ящик угрозю совершен. Только не забывай, что мои дети являются гражданами Германии, и за каждое слово сказанное ты уже идешь как соучастник этого преступления, если оно будет совершено. Ты призываешь народ, таких же как ты, чмошников, конечно, нормальные мужчины, нормальные чеченцы, нормальные люди прекрасно понимают, что я ни к чему не причастна, и что я далекая от ваших обвинений. Во-первых, мне вы просто неинтересны. Если была бы моя воля, то я вообще бы про вас бичей даже никому не позволила бы слова сказать, вас упоминать даже. Потому что вы никто, и у вас даже нет имени, ни рода, ни племени, у вас ничего не осталось святого. Послушай, ты шведский клоун, ты лучше расскажи, как ты, когда ты работал на связи, как ты сдавал мирных людей, абсолютно невиновных, безвинных, непричастных ни к чему, чтобы это ваш был бизнес, как сегодня ты донаты собираешь, это тоже бизнес. Ты лучше расскажи про свой бизнес, как ты зарабатывал деньги вместе со своим Игорем Шмаковым, обвиняя людей, в чем они не совершали в преступлениях, что они помогали типа бойцам сопротивления, братьям в лесу. Вы же ставили на прослушки разговоры каждого чеченца и доносили структуры абсолютно ложную информацию. И после того, когда невозможно было вас остановить, и когда вас попросили остановиться, вы уехали, как использованный материал, вас тоже кинули, ваши начальники, и вы вынуждены были покинуть Чечню, уехав в Грузию. В Грузии расскажи, как сами гилаевцы рассказывали по их информации, как ты встречался с каким-то генералом, переходя границу грузинскую, и расскажи про эту встречу. Расскажи про свою тетю Хасарову Розу, которая является сотрудником ФСБ по сегодняшний день. Ты лучше расскажи, каким образом ты уехал из Чечни, и почему ты уехал, для чего ты уехал. Конечно, я это все прекрасно знаю, поэтому я с первого дня старалась открыть глаза нашей молодежи, которую вы используете в своих грязных целях. Конечно, многие уже над вами смеются. Эта молодежь уже не та молодежь, которую можно использовать. Просто люди тебя слушают, но это не значит, что они тебя поддерживают. Вот. А мы знаем, троллит кто тебя слушает, кто тебе пишет эти комментарии. Один человек под сотнями никами поднимает тебе рейтинг. Это не значит, что ты вообще чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь, ты ноль. И твои басни уже чеченцам не интересны. Чечня развивается, Чечня процветает, Чечня живет своей жизнью. Ни одна из республик СНГ так прекрасно не живет, несмотря на то, что было в Чечне 2 войны, люди прошли голод, холод, очень большие испытания, очень много потеряли близких, родных, им не до тебя. Понимаешь, люди выживали, а теперь люди не то что выживают, люди теперь живут, люди начинают жить. Люди начинают уже радоваться этой жизни. И благодаря
все это они получили Рамзану Кадырову. Рамзан Кадыров сегодня показал свою любовь к своему народу, показал, насколько он милостлив, насколько он благороден, насколько он честен со своим народом. И поэтому этот народ вам не обмануть. И вы это прекрасно знаете, поэтому вы злитесь. Вы уже перешли все рамки, обвиняя женщину только за то, что она вернулась на родину, за то, что в трудные, тяжелые годы, когда эта женщина поняла для себя, что она нужна своему народу, она вышла, сделала все возможное, что могла. После этого из-за вас, стукачей, таких как ты, Томсик, она вынуждена была покинуть родину. Тогда не было у власти ни Кадырова, Кадырова не было. Тогда у власти были тогда совсем другие люди, которые безжалостно, без разбора, без этих делали бизнес на нас, забирали, пытали, калечили нас. Поэтому я вынуждена была уехать за границу. За границей Германия меня приняла, приютила, накормила, напоила, дала образование моим детям, меня вылечили. И пройдя все эти годы, когда я стала уже следить за этими событиями, сама была активной участницей во всех движениях, я поняла, что вы опять начинаете строить Багдад, который абсолютно чеченцам он не нужен. У нас есть своя культура, свои обычаи, свои адаты, из-за которых сохранили мы свою нацию, хотя веками нас убивали. И поэтому я не глупый человек, чтобы есть мозги, чтобы думать. Поэтому я для себя вывод сделала, что кроме Рамзана Кадырова я не видела спасителя нации. Поэтому я поддержала сторону Рамзана Кадырова, об этом я не жалею. Я призываю всех ичкерийцев, которые сегодня находятся за рубежом, приехать домой, посмотреть своими глазами, так же, как и я, убедиться в этом, что наша республика процветает лучше всех наших соседских республик, за что многие нас не любят. Не любят Кадырова, потому что Кадыров уже не позволяет унижать чеченцев, оскорблять чеченцев, убивать чеченцев. Везде стоят чеченские парни, 24 часа охраняют свою республику, наш покой, и они заботятся о нас. Я очень благодарна этим юным парням, которые сегодня, несмотря ни на что, сутками контролируют город. Это, конечно, нелегкая у них работа. Пока вы, хаченосцы, там донаты собираете и всякие басни рассказываете про свою нацию, что здесь ушумляются права людей, что здесь убивают, что здесь это. Просто я одного не могу понять. Если насилуют ваших женщин, если насилуют ваших детей, если здесь убивают, почему ваши родственники до сих пор здесь живут? Ведь у вас была возможность, так же как и Мализаев, забрать свою жену и детей обратно в Европу, ту Европу, откуда их депортировали, по вашим словам. Вот. Его семья находится в Германии, и они прекрасно живут. Дай Аллах, чтобы они прекрасно жили. Я только рада, когда хоть один ребенок будет учиться в Европе и получать образование там. Вот. Он же имел возможность собрать также своих женщин, свою мать, своих сестер, если со силу слов, если верить этому, что их здесь пытали, что их раздевали. Нету этого факта, нету ни единого факта, никто никого не забирал, никто никого не пытал. Все их родственники, начиная с брата Мализаева, работают сотрудниками в разных структурах. Поэтому ваша ложь, уж извините, я легко ее могу опровергнуть, потому что я нахожусь здесь, я была там, я видела, где кто работает и кто чем занимается. Поэтому ваши басни как-то людям не интересны. Ну вот я тебе хочу сказать, Шмара, Томсик, Томиша, лучше ты продолжай свою грязную работу и еще объясни народу, откуда у тебя была большая сумма, когда ты приехал в Польшу, хотел обмануть людей, что тебя там посадили, что тебя вот задержали. Тебя никто не задерживал, ты приехал по визе.
заехал с большой суммой денег, где ты просил журналиста, не буду его фамилии пока называть, но придет день, когда я и фамилию, имя назову этого журналиста, кому ты предлагал найти хороший банк, надежный, чтобы ты мог положить туда денег. И речь шла о больших деньгах. Поэтому за что тебе так много заплатили? Но уж точно на связи, работая с замом Шмакова, ты не мог такие большие деньги заработать. Вот. А я бы тебе посоветовала, чем искать или обвинить